Безусловно, мне, как председателю комитета по делам воинов социалистов, представителю главправительства и руководителю общероссийской организации ветеранов боевых действий России, это не безразлично. Мы с коллегами собрались, не только сегодня, мы последние дни собираемся, обсуждаем эту проблему. И вот сегодняшнее, так сказать, все созрело к тому, что мы через вас обратились к ингушскому народу. Товарищи, остановитесь, будьте благоразумными, проявите ту вековую мудрость, которая присуща ингушскому народу, на то, чтобы не допустить повторение событий кавказских войн, первой, второй кавказской, не допустить тех событий, которые буквально недавно были в Кабардино-Балкарии. То есть идет попытка раскачать как-то так нашу страну. Кому-то не нравится, что в нашей стране сейчас мир, спокойствие, люди растут. Мы добиваемся успехов в спорте, мы добиваемся успехов на войне в Сирийской республике. И я думаю, что это кому-то беспокоит, и они пытаются нам повторить тот же самый украинский вариант. Раскачать, затопать, забегать, запрыгать, а в итоге народ нищает, люди разбегаются. Ингушетия всегда славится своими сынами. Сегодняшний президент это герой Российской Федерации, предыдущий президент герой Советского Союза. Безусловно, мы должны понять, надо брать пример. Я думаю, что если даже какие-то были не обсужденные ранее вопросы, их можно снова сесть, обсудить, решить вопросы, но я думаю, что никто не будет сегодня идти к тому, чтобы применить какие-то силовые методы, разогнать людей. Нет, люди имеют право высказать, пускай выскажут, но они должны понимать, это их место, это их страна, это их республика, это место, где они живут, они, их дети, и где им жить еще тысячелетия, дай Бог. И поэтому сегодня можно сказать, что народ Ингушетии сегодня не, уже сегодня он полностью самостоятельный. Раньше была Чечено-Ингушская у нас республика. Сегодня эти, два великих народа, каждый называется самостоятельным. Безусловно, мы вот сегодня высказали свою беспокойность с помощью вас, для того, чтобы сказать: братья, остановитесь, братья, сядьте за стол переговоров, поговорите. И мы всегда говорим так, что худой мир, он лучше доброй войны. А война на Кавказе, она не так давно кончилась. Вот мы, ветераны, почему беспокойны? Мы в Афганистане провели 9,5 лет войны, потеряли всего 15 тысяч. Война, которая шла на Кавказе буквально, она принесла жертвы в разы больше. И нам это не надо, потому что гражданская война на территории это всегда хуже, чем любая война с иностранными государствами. Мы сегодня добились величайших успехов на войне в Сирии. Наши вооруженные силы великолепно, мы быстренько там всех привели в порядок. Коалиция 26 государств там долгое время топталась, ничего не делала. Приехали россияне, порядок навели, все, никаких вопросов. И я думаю, что народ Ингушетии все решит мирно, разойдутся и не притворяться эти черные замыслы тех, кто провоцировал это мероприятие, для того, чтобы раскатать ситуацию в республике.